Продолжаем эфир новостями. В студии Василий Раченко. И коротко о главном к этому часу. Российские регионы собираются газифицировать к 2030 году. Топливо к участку при этом будут подводить бесплатно. Россиян, прибывающих из Турции и Танзании, обязали дважды сдавать тест на COVID-19. Чем рисковать здоровьем, можно окунуться во внутренний туризм. К примеру, китайское издание включило Якутск в топ-5 самобытных городов России. Все российские регионы к 2030 году собираются газифицировать. Причем топливо должно прийти к участкам бесплатно для жителей, сообщает «Парламентская газета». Для этого собираются создать систему единых региональных операторов газификации. Они должны будут увязать развитие магистральных сетей и присоединение к ним конкретных зданий. Газовая компания-оператор должна будет приводить сети к границам земельных участков, где стоят дома за свой счет, без привлечения денег граждан. Потребителю для этого нужно будет обратиться в МФЦ и заключить комплексный договор на поставку газа или альтернативного источника энергии, если в регионе решат использовать другое топливо. В договор войдет сразу и подключение к сети распределения, поставка ресурсов, обслуживание оборудования. Более 110 километров федеральной трассы Лена отремонтируют в этом году. По данным Управдор Лена, на участке с 783 по 793 километры в Якутии в ходе капитального ремонта устроят трехслойное покрытие из асфальтобетона. Специалисты обеспечат водоотвод с проезжей части, для водителей построят площадку отдыха, где установят беседку, туалеты и металлическую эстакаду для осмотра автомобилей, говорится в сообщении. Кроме того, в рамках ремонта еще 3 гравийно-щебеночных разрыва близ якутского села Улу переведут в твердое покрытие. Сотрудничество в вопросе организации совместных мероприятий глава Якутии обсудил в Москве с Евгением Примаковым, руководителем Федерального агентства международных связей соотечественников. Договорились подписать соответствующее соглашение. В преддверии столетия образования Якутской ССР и 390-летия города Якутска запланирован ряд крупномасштабных международных мероприятий, в том числе комплексная презентация проектов Якутии в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Кроме того, Россотрудничество окажет поддержку в организации конференции по арктической тематике и коренным малочисленным народам выходу якутских бизнес-проектов на зарубежные рынки. Наша поддержка начинает от самого простого. Это предоставление наших площадок, которые есть в 80 странах мира, которыми может распоряжаться Якутия как своим домом и устраивать там выставки, презентации. Россотрудничество – это очень неплохая лоббистская структура для того, чтобы поддержать в том числе и бизнес из Якутии, там, кто он хочет выходить на внешние рынки. Представление якутской культуры и культуры народов, которые населяют Якутию. Якутия всегда была очень активным регионом в части международной повестки. И сегодня у нас есть ряд проектов и гуманитарных, и экономических, которые требуют поддержки при их продвижении на территории иностранных государств. И, конечно, поддержка Россотрудничества, поддержка и в области организации мероприятий, поддержка даже в части консультационной, методической, она очень важна. Россиян, прибывающих из Турции и Танзании, до 1 мая обязали дважды сдать тест на COVID-19. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой. Повторный ПЦР сдается в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию России с предоставлением сведений о результатах в единый портал государственных услуг. Россияне, прилетающие из-за рубежа после 1 мая, также должны будут дважды сдать тест на коронавирус. Уточняется, что интервал между первым и вторым лабораторным исследованием методом ПЦР должен составлять не менее суток. В регионе на сегодняшний день насчитывается более 10 тысяч человек, регулярно сдающих кровь. Но, несмотря на это, потребность в донорской крови есть всегда. Ульяна Шагина побывала на станции переливания. Майя Курнева не только должностной человек, но и без 5 минут почетный донор Российской Федерации. Уже более 18 лет она безвозмездно сдает кровь во имя спасения жизни незнакомых ей людей. Я первый раз сдала кровь в 2003 году. Это было в университете. Когда мы были студентами, нас попросили сдать для человека, который попал в аварию. До сих пор безвозмездно сдаю кровь.
С 8 утра на станции переливания крови не протолкнуться. При входе проверяют наличие маски, дезинфицируют руки, измеряют температуру тела и после заполнения специальной анкеты отправляют в кабинет предварительного обследования, где у доноров определяют группу крови и резус-фактор, а также возьмут общий анализ крови. Здесь определяем гемоглобин, наличие анемии. Кто сдает на тромбоциты, определяем общий анализ крови. Уже смотрим количество тромбоцитов, количество гемоглобина, эритроцитов. И только при норме мы вбиваем в компьютер все данные, и донор у нас идет уже к терапевту. Если после проверки артериального давления, пульса и веса все будет в норме, донора отправят в кабинет для сдачи крови. Одновременно в этом помещении могут находиться до 12 доноров. Процедура длится от 5 до 7 минут. Доноры могут сдать кровь, плазму, либо тромбоциты. Бывают и отказы в донорстве. Частой причиной называют нарушение диеты перед сдачей крови. Нарушают обычно те, кто впервые приходит на эту процедуру. Опытные же хорошо знают все правила. Там обычные правила не есть ни жирного, ни острого, не пить спиртное, таблетки определенный период нельзя принимать и так далее. Такие требования, да. Между тем, чтобы поддержать тех, кто сдает кровь на безвозмездной основе, активные доноры при станции переливания крови придумали карту лояльности, которая дает скидки на покупку в различных магазинах. Карта создана для того, чтобы привлечь как можно больше доноров, да, чтобы они сдавали не за деньги, да, а безвозмездно. То есть эту карту могут получить доноры, которые сдали безвозмездно последние 5 лет 5 раз. И у них скидка будет, да, большие? Посетитель с номером. Там от 2% до 20%. Безвозмездные доноры после сдачи крови получают денежную компенсацию на усиленное питание. Она составляет 950 рублей. Донорам же социальной поддержкой выплачивают 3500 рублей. Кроме того, все доноры имеют право на получение 2-дневного отдыха после сдачи крови. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Двухмесячник по санитарной очистке стартовал в Нерюнгри. Каждую пятницу сотрудники предприятий и жители будут проводить уборку и высаживать деревья. Продолжит наш корреспондент Екатерина Павлова. С сегодняшнего дня Нерюнгринская городская администрация предписывает всем предприятиям, учреждениям, организациям, независимо от форм собственности, коммерческим структурам, фирмам, а в особенности торговым точкам и павильонам проводить субботники, санитарную очистку собственных и прилегающих территорий в пределах 15 метров от границ участков с одновременным вывозом мусора. Мы всегда раньше город вычищали до блеска. И сами потом, конечно же, жили в уютном, чистом городе. Думаем, что и в этом году мы все это организуем, будем требовать. У нас есть нерадивые некоторые организации, торговые точки, которые захламляют город. Будем очень жестко с этим бороться. И, конечно же, обязательно мы все уберем. Муниципальное унитарное предприятие «Переработчик» берет на себя обязательства по обеспечению готовности полигонов твердых бытовых отходов к их массовому приему и переработке. Предприятие усиливает режим работы мусоровозов и полигона. Для того, чтобы бесплатно в период двухмесячника вывозить отходы на полигон, предприятиям, за которыми закреплены территории по уборке, нужно обратиться к нам в офис и получить талоны на бесплатный вывоз отходов. Кроме уборки, для города очень важны мероприятия по его озеленению. Работы по очистке закрепленной территории, озеленению и благоустройству считаются выполненными предприятием, организацией или учреждением после получения справки в отделе дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства города Нерюнгри. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. А Якутск вошел в топ-5 самобытных городов России по версии Global Times. Китайское издание отмечает, что в России насчитывается около 200 этнических групп, и многие регионы сохраняют свой язык и традиционную культуру. Материал опубликован в специальном разделе газеты «Россия в перспективе». Якутск Global Times называет одним из самых изумительных городов России. Здесь прекрасно сочетаются якутский колорит, сибирские морозы под -50 и архитектура на вечной мерзлоте, отмечает издание. К местным градостроительным особенностям Global Times относит возведение домов на сваях. Работа районных властей дает плоды развития спорта в Ленске. Финансовая поддержка, помощь тренерам и спортсменам привели к тому, что на днях ленские каратисты заняли призовые места по киокусинкай, вернувшись домой с победой. На тренировках ребят побывала Светлана Болеева.
Александр Стеньков, Карина Броникова, Владислав Рубинштейн – участники российских соревнований по кёкусинкай и карате. Несколько дней назад ребята вернулись из города Москва, где заняли призовые места. Это у нас такие награды впервые в Ленске, поэтому мы оценили это очень как результативно. То есть у нас первый раз такие высокие награды. К соревнованиям спортсмены готовились более полугода. Каждодневные тренировки, а перед самими соревнованиями в день было их по 2 и только один выходной. Поэтому в Москву каратисты поехали уже хорошо подготовленными. Я уже ожидал, что они должны как минимум попасть в 8 бойцов. Вот. Ну и Сидьков Александр у нас дошел до полуфинала, вот, выиграв 2 боя. В полуфинале он раздельным решением уступил спортсмену из Свердловской области. Вот, конечно, мы могли его пройти, но так сложилось, что он проиграл. Вот, и мы настроились на 3-е место и, соответственно, выиграли уже бронзовую награду. Александр был выбран для участия в соревнованиях в Москве по итогам крупного турнира всероссийских соревнований в городе Новосибирск, где Саша занял 3-е место, победив 4 соперников и уступив только в 1 бою. В общем, Александр один из перспективных на сегодняшний день спортсменов, на которого тренер возлагает большие надежды. Самое сложное было пройти первый бой, потому что там самое большое волнение. А все остальные бои уже становятся проще. Главное пройти первый бой. Ты ожидал, что ты займешь какое-то место? Ну, я предполагал, но думал нет. Но я постарался, и вот, получилось. Я хочу в следующем году опять поехать на Россию, но уже приехать с 1-м местом. Сегодня ребята готовятся к сдаче экзамена, который состоится 1 мая, после чего у спортсменов начнется подготовка к соревнованиям, но уже международного уровня. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. К этой минуте у меня все. До встречи в эфире.